Тема этой хутбы, она родилась размышлениями разных случаев. Как человек принял ислам, призываешь кого-то из близких, родных, переживаешь за него. Я уверен, у каждого такой опыт был. Ты ведь призываешь к пути Всевышнего, и в определенный момент тебя вот это посещает чувство, о котором я говорю. Человек верующий, у него свет Аллаха. Он знает, что ему делать в этой жизни. Он спокоен. Он не бросается туда-сюда, туда-сюда. А ведь неверующих, человек, который не пропитался верой даже, у них нету четкой цели в жизни. Их бросает, кидает. Они постоянно в переживаниях. Не оставляй джихад, борьбу на пути Всевышнего с врагом Аллаха. Не оставляй этот путь. Даже если ты будешь один. Ведь поистине Всевышний Аллах даровал тебе победу. Ты не наставишь на истинный путь, о Мухаммад, того, кого любишь. Однако Аллах наставляет на истинный путь того, кого Он желает. И Аллах лучше знает тех, кто следует истинному пути. О рабы Аллаха, бойтесь Аллаха надлежащим образом, как это велит нам Всевышний в Коране. И покидайте этот мир лишь только будучи мусульманами. А после. Дорогие братья, дорогие сестры, порой иногда в пучине водоворота борьбы, усердия на пути Всевышнего Аллаха, порой наступают такие моменты, когда вроде бы как бы руки опускаются. Например, призываешь кого-то из близких, родных, переживаешь за него. Я уверен, у каждого такой опыт был, есть и будет. Потому что это жизнь. И делаешь дуа за него. Молишь Всевышнего Аллаха. Кого-то, возможно, чтобы он наставил на истинный путь, чтобы он вообще принял ислам, потому что не мусульманин. Кого-то, может, просишь Всевышнего Аллаха и призываешь его, чтобы он начал читать намаз, соблюдать начал. Оставил грехи. Разные случаи. Или более узкие случаи приведу. Или же зовешь братьев, говоришь, участвуйте, помогайте на пути Всевышнего. Но, к сожалению, нет таких людей. И ты ты ведь призываешь к пути Всевышнего, и в определенный момент тебя вот это посещает чувство, о котором я говорю. Но хвала Всевышнему, истинный мусульманин, когда наступает такое чувство, истинно верующий. Ведь истинно верующему не присуще чувство должно быть, да? Чувство уныния, как это сказал пророк Якуб, алейхиссалям. Когда подобное с ним случается, он на самом деле проникается еще большим осмыслением слов Всевышнего. Например, где Всевышний говорит: «Уама аксарун наси валау хараста биму'минин». Пророку Мухаммаду он так говорит. И большинство людей, даже если ты этого будешь усердно хотеть, не будут верующими. Не будет этого. И ты понимаешь, что так ведь было всегда. При пророках, посланниках так было. Так было при печати пророков Мухаммаде, саллаллаху салям. И это осмысление чуть-чуть отрезвляет, успокаивает. И ты лучше понимаешь, начинаешь осмыслять другие слова Всевышнего, где Всевышний Аллах говорит: «Факатиль фи сабилиллах ла тукаллаф илля нафсик».
О Мухаммад, сражайся на пути Аллаха. Ля тукаллаф илля нафсик. То есть Аллах тебя не обременяет, кроме как самим собой. То есть делай от себя все зависящее. И даже если этот аят в контексте джихада, сражения на пути Всевышнего Аллаха, как это подчеркивают многие муфассири, «Аль-айбра би-умуми лафз ля би-хусуси сабаб». То есть мы смотрим не на причину ниспослания, а на общий вывод, вытекающий отсюда. То есть он касается всех сфер призыва на самом деле касается. А если смотреть обособленный контекст, чтобы понять лучше смысл этого аята, как это подчеркивается в тафсире, почему был ниспослан этот аят? Задумайтесь, да? Пророк Мухаммад, саллаллаху, после того, как мусульмане, неудачное, да, было, сражение при уходе было, он назначает Абу Суфьяну, который еще не принял ислам, то есть сражение, ну то есть встречу. И на этот, то есть приходит время, наступает время, мусульмане должны выйти, да, в джихад, сражаться должны выйти. И на этот зов пророка, саллаллаху, то есть многие мусульмане не откликаются на зов пророка, саллаллаху. Можете себе представить это? И поэтому был ниспослан этот аят. «Факатиль фи сабилилля, ля тукаллаф илля нафсак». То есть не оставляй джихад, борьбу на пути Всевышнего с врагом Аллаха. Не оставляй этот путь сражения за права обездоленных, беспомощных мусульман. Даже если ты будешь один. В тафсире это, я тафсир сейчас перевожу. «Фа инна Аллаха кад ваадака наср». Ведь поистине Всевышний Аллах даровал тебе победу. И так далее. Дорогие братья, вот тема этой хутбы, она родилась размышлениями разных случаев. Как человек принял ислам, или как человек начал соблюдать. Я сталкиваюсь просто, общаюсь с людьми, вижу. Общаясь с людьми, я вижу, что вот когда начинаешь человека расспрашивать, а что стало? А где вот тот момент истины, да? Когда человека вот переключилось сознание, что он от веры к вере пришел. Если такое, как правило, вы не найдете четкого, логического какого-то обоснования. Ну, то есть, условно, да, чтобы вы поняли мою мысль, вы, допустим, замерзли, да, на улице холодно. Вы вошли в дом, и вы понимаете, вам было холодно, раз вы вошли в дом, вам тепло. Вы понимаете, вот с входом в дом вам стало тепло. А у человека, когда мы говорим про хидаю, про то, чтобы он стал на истинный путь, он будет думать, анализировать вот такого точки входа, он не ощутит, не найдет. Да, будут там определенные какие-то логические доводы, читал, изучал, размышлял и так далее. Но вот этого точки, про которую я говорю, двери, вошел, стало тепло, не найдет. Я к чему? Братья, я к тому, что хидая, наставление на истинный путь, это нечто особое. Нечто, что имеет сакральность. То есть то, что зависит не от человека, зависит исключительно от Всевышнего Аллаха. И размышляя над этим, видя эти все примеры из жизни, ты понимаешь лучшие слова Всевышнего Аллаха. Хотя многие из нас читали, наверняка много. Где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лейса алейка худахум». Не на тебе их
наставление на истинный путь, о Мухаммад. «Валякинна Аллаха яхди ман яша». Однако Аллах, именно Аллах, не ты, ни что бы то ни было, ни какие-то действия. Именно Аллах наставляет на истинный путь того, кого Он желает, Аллах желает. Не ты, о Мухаммад. И размышляя над этими случаями жизни, я вам советую размышлять над этим, ты лучше понимаешь еще более обособленный аят, адресован непосредственно посланнику Аллаха, непосредственно относительно его самого близкого человека, его дяди, Абу Талиба. Одного единственного дяди, который его поддерживал в период Мекки, да, в мекканский период. Он давал ему защиту, он ему давал покровительство. И можно сказать, если бы не Абу Талиб, непонятно, что было. Ну, понимаем, все от воли Всевышнего. Если даже так делал Абу Талиб, это по воле Всевышнего, мы это прекрасно понимаем. И мы знаем все прекрасно, как пророк ﷺ очень сильно переживал за Абу Талиба. И как он пришел к нему, когда тот был в агонии смерти, в предсмертии, он призывал его. Эту историю приводит Ибн Кафир в своем тафсире. Относительно аята «Иннака ла тахди ман ахбабт». О Мухаммад, поистине ты не наставишь на истинный путь того, кого ты любишь. Пророк любил своего дядю. Он любил, это был его родственник близкий. Он переживал за него. Фитра. И он пришел к нему. Пришел к нему и сказал: о дядя, скажи, нет божества, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. И я буду свидетельствовать посредством этого за тебя пред Аллахом. И тут пришел Абу Джахаль, Абдуллах ибн Абу Умайя, и сказали: о Абу Талиб, ты хочешь отказаться от веры Абдуль-Мутталиба? И посланник Аллаха ﷺ опять повторял свои слова своему дяде. А они, которые тоже были рядом, повторяли свои слова. И тогда Абу Талиб, как известно, склонился к словам Абу Джахля и сказал: нет, я остаюсь на милле Абдуль-Мутталиба. И отказался произносить: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И пророк, ﷺ, естественно, расстроился очень сильно и сказал: «Амма ля астагфиранна лака ма лам унха анк». А ведь я буду просить прощения у Аллаха за тебя до тех пор, пока мне не будет запрещено. И тогда Аллах ниспослал аят: «Ва ма кяна лин-набийи», пророку и тем, кто уверовали, не должно просить прощения Аллаха у Аллаха за мушриков. И даже если они будут их родственниками. И тогда Аллах не спустил вот этот аят, который я процитировал ранее. Ты не наставишь на истинный путь, о Мухаммад, того, кого любишь. Однако Аллах наставляет на истинный путь того, кого Он желает. И Аллах лучше знает тех, кто следует истинному пути, верному пути. Есть и другие риваяты. Что мы из этого понимаем, братья? Мы понимаем, что хидая – это милость Всевышнего Аллаха. Милость Всевышнего Аллаха, которую мы просим минимум 17 рекатах, 17 раз в день. Ихдина ссират аль-мустаким. Ихдина ссират аль-мустаким. О Аллах, наставь нас на истинный путь. Наставь нас на истинный путь. И мы понимаем, что хидая, истинный путь, это на самом деле милость, которую Аллах дарует своим рабам. Да? Сират аль-лазина ан'амта алейхим. Путь тех, ихдина, наставь нас на путь, да? Потом какой путь? Ихдина сират аль-мустаким. Путь тех, которые следуют прямому пути. Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-лазина ан'амта алейхим.
путь тех, которых ты облагодетельствовал, даровал свою милость. Хидая – это милость Всевышнего Аллаха. Когда ты размышляешь над этими случаями, о которых я говорил в начале, да, анализируешь, ты лучше понимаешь тот случай с арабами, бедуинами, черствыми людьми, которые были, есть и будут. Были при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, которые приходили, ему заявляли, говорили. Попрекали, говорили: о, Мухаммад, вот мы же приняли ислам. Ямунуна алейк, они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере. Это милость Аллаха. Ты понимаешь на самом деле вот эту суть, про которую я говорю. Ты проникаешься этим. Если вы вообще говорите правду. Сура Худжрат, да? А теперь поищите. Важно, чтобы мы размышляли. Искали аналогии. Ищите аналогии в настоящем мире. Сравнивайте. И вы найдете, поверьте мне, эти аналогии. Найдете рядом с вами эти аналогии. Когда человек придет, может помочь на пути Аллаха, а потом припомнить. Как будто словно он попрекает тебя тем, что жертвует на пути Аллаха. Найдете тех, которые, условно, джамат какой-то, да? Начнет делать общее какое-то дело, а потом начнет говорить: мы уж последовали за вами. Да за кем вы последовали? Если вы следуете кому-то, то у вас должны быть искренние намерения следовать на пути Всевышнего Аллаха ради довольства Аллаха. Это основа. Вот что должно быть. Вы начинаете, когда начинаете анализировать, вы понимаете эту суть. Вы понимаете, что верное руководство, помимо того, что оно сакрально, что это милость Всевышнего Аллаха, которую Он дарует кому пожелает, вы понимаете, что хидая – это свет Аллаха. Свет Аллаха. Вы лучше понимаете слова Аллаха, например, где Он говорит: а разве тот, кто был мертвым, и мы его оживили, и даровали ему свет, посредством которого он идет среди людей? Разве он подобен тому, кто находится фиддулюмат, во тьме? Человек верующий, у него свет Аллаха. Он знает, что ему делать в этой жизни. Он спокоен. Он не бросается туда-сюда, туда-сюда. А ведь неверующих, человек, который не пропитался верой даже, они постоянно, они не знают, у них нет четкой цели в жизни. Их бросает, кидает. Они в постоянных переживаниях. Ибн Касир относительно этого аята говорит: это масаль, это пример, который Аллах дает верующему человеку, который был, то есть это пример о верующем, который был мертвым. То есть был в заблуждении, был погублен, был в сомнениях в жизни вообще. Но Аллах оживил его. Оживил его сердце иманом, наставил его на истинный путь, наставил его к тому, чтобы он следовал пути посланников. Он дал ему свет. Ибн Касир объясняет это. Он объяснил ему, Аллах, посредством этого света, и многие сподвижники объясняют, что этот свет Коран, что ему делать в этой жизни, как ему поступать, к чему стремиться. И когда вы анализируете те случаи, о которых я говорил в самом начале, вы понимаете, что верное руководство хидая – это дальновидность, это милость, свет и дальновидность, проницательность верующего. Фираса так называемая. Вы лучше понимаете слова Всевышнего Аллаха. «Масалюль фарикейни каль-а'ма валь-асамму валь-басир валь-самир». Пример двух групп верующих и неверующих подобно зрячему, глухому, видящему, слышащему. Разве они могут равняться? Разве вы не понимаете? Или в другом аяте: «Ва ма ястауил а'ма валь басир» не могут быть равны. Слепой и зрячий. Здесь, естественно, говорится о верующих, неверующих. Те, кто обрел хидаю и не обрел эту хидаю.
Воля зулумат, воля нур. Разве могут равняться тьма и свет? И так далее. И вы лучше понимаете, хадис, который приводится в Тирмизи, хотя это не есть слова посланника Аллаха, это есть слова, достоверные слова сподвижника, где сказано: «Аттаку фирасат аль-му'мин». Бойтесь проницательности верующего. «Фаиннаху янзуру бинурилля». Вы понимаете глубину этих слов сподвижника, который по сути есть верным. Ведь поистине он видит посредством света Аллаха. Вы понимаете, проникаетесь этими смыслами, осознаете это все. Вы понимаете лучше слова Всевышнего Аллаха, где он говорит: «Инна фи залика ля аяти лиль мутавассимин». Воистину в этом знамение для зрячих. Дорогие братья, поистине в день Джума есть такой момент, когда Всевышний принимает наши мольбы. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Всевышнему Аллаху. Поистине лишь мы Его восхваляем, восславляем, просим Его помощи. Кого Аллах наставил на истинный путь, уже никто не собьет с истинного пути. Кого Аллах ввел в заблуждение, уже никто другой не наставит на истинный путь. После. Так, дорогие братья, мы говорили о том, что хидая, верное руководство, верный путь, истинный путь, следование этого пути, это нечто сакральное, нечто не зависящее от Всевышнего, от человека, зависящее исключительно от Всевышнего Аллаха. Это милость Всевышнего Аллаха. Это свет, который Аллах Субхану ва Тааля дарует своему рабу. И если Всевышний даровал вам это, то знайте, мои дорогие братья и сестры, что это самая великая милость Всевышнего, которая из всех этих милостей, если сравнивать, абсолютно всех, которая может быть для человека дана. И важно, мои дорогие братья и сестры, чтобы мы оберегали эту милость, ценили это. Ведь сердца людей очень переменчивы. Сердца людей переменчивы. И мы знаем пророчество посланника Аллаха о том, что в судный день, ближе к судному дню, человек будет верующим, то есть на утро будет просыпаться неверующим и так далее. Фитны и так далее. Переменчивость. И мы знаем, что от Анаса, да будет доволен, передано, посланник Аллаха часто говорил: «Я мукаллиб аль-кулуб», о переворачивающий сердце, укрепи мое сердце на своей религии. И Анас спросил: о посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то, с чем ты явился, неужели ты боишься за нас? На что он ответил: да, поистине сердца находятся между пальцами Аллаха, и он переворачивает сердце Аллаха, сердце человека Аллах переворачивает, как пожелает. И в другом риваяте от Аиши посланник Аллаха больше всего произносил эту мольбу: «Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля диник». И она спросила: о посланник Аллаха, почему ты произносишь так часто эту мольбу? На что он сказал: поистине сердце человека находится между пальцами Аллаха. Если он пожелает, то повернет его, а если он пожелает, то наставит его на прямой путь. Никто, братья мои, никто не может дать гарантии мне, вам, каждому из нас, какими мы будем завтра. Какими мы будем завтра. Какими мы покинем этот мир. Никто. Поэтому нужно постоянно переживать за это. Просить Всевышнего Аллаха, чтобы Он всегда нас держал на этом пути. Не надо зазнаваться тем, что Аллах выбрал вас. А ведь поистине такое чувство может ваяду билля посетить каждого. Что Он избрал вас для чего-то, да? Избранность свою. Мы прекрасно знаем, как предыдущие народы, да, заблудились в этом. И сказали: мы лучший народ в мире. То есть, когда Аллах выбрал тебя, меня, всех нас,
для того, чтобы мы шли по этому прямому пути, на самом деле Он не сделал это из-за того, что мы чем-то отличились или как-то особо поклонялись. Мы должны постоянно помнить об этом. Мы должны помнить, что это проявление милости к нам. Мы не должны обольщаться. И обратите внимание, да, на слова Всевышнего. Аллах говорит своему пророку, да благословит его Аллах, приветствую. И если бы мы, о Мухаммад, тебя не укрепили, ты готов был уже склониться к ним. Что говорить о нас? Что говорить о нас, мои дорогие братья? Поэтому мы должны постоянно ценить эту милость и обязательно благодарить Всевышнего Аллаха за эту милость.